В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные темы этого выпуска. Глава Якутии наградил 100 бальников. 3 школьника отметили сразу двойную победу. Страна помнит своих героев. В Алепминске почтили память погибших в СВО. Министерство экологии Якутии обсудит актуальные вопросы рыболовства. В воскресенье в России будет отмечаться День рыбака. В Якутии не зафиксировано ни одного действующего лесного пожара. За последние сутки в Мирнинском районе был ликвидирован последний очаг возгорания. В этом году ситуация с лесными пожарами значительно улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда горело 138 пожаров на площади более 615 тысяч гектаров. С начала пожароопасного сезона этого года в республике потушено 342 природных пожара на общей площади почти 63 тысячи гектаров. Несмотря на благоприятную обстановку, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Более 2500 социальных контрактов на сумму 361 миллион рублей заключено в Якутии. Более половины получателей – многодетные семьи. Соцконтракты помогают малоимущим семьям найти работу, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство или преодолеть трудную жизненную ситуацию. Министр труда Якутии напомнила, что семьи участников СВО также могут воспользоваться этой мерой поддержки. Для консультации и оформления соцконтракта необходимо обратиться в Управление социальной защиты. Руководители оперативного штаба региональной комиссии «Вместе к победе» выехали в зону проведения специальной военной операции для передачи гуманитарных посылок и дополнительного снаряжения для бойцов из Якутии. Также оперативный штаб собирает отзывы, предложения и пожелания по доработке и модернизации техники и оборудования, которые производятся в республике. На следующей неделе планируется выезд машины с гуманитарным грузом, адресными посылками, оборудованием и техникой, которые собираются волонтерами движения «Якутия с тобой». Также пожертвованы частными лицами, организациями, предприятиями и муниципальными образованиями. Адресные посылки можно приносить по адресу Бестужева-Марлинского 5/1, волонтерское движение «Якутия с тобой». Страна помнит своих героев, особенно тех, чьи жизни унесла специальная военная операция. В Алепминске почтили память погибших в СВО сотрудников Транснефти. Елена Фаст продолжит тему. С фотографий смотрят на собравшихся навсегда молодые Алексей Межов и Виталий Тарасов. В этот день на территории Центральной ремонтной службы Алепминск встретились их коллеги, самые родные и близкие власти района и города. Тяжело говорить «был» о таких молодых и полных сил ребятах. Но важна память о подвиге вчера обычных ребят. Алексей работал у меня в подчинении, был начальником линейного участка. Что могу сказать о человеке? Человек, конечно, был очень хороший, добрый, отзывчивый, хороший семьянин был. Очень любил свою супругу, очень сильно любил сына. Конечно, мы испытываем большую боль и утрату об этом человеке. Очень его не хватает. Постоянно о нем вспоминаем. Очень жаль, что таких людей с нами больше нет. Мемориальные доски надежно закреплены на стены. Им не страшна непогода. Алексей, он был для всех не только работник, как руководитель, да, но для многих он был наставник, друг, и просто классный парень. Потому что здесь многие, которые знают его не только как работника. Но для меня, для меня он всегда останется живым. Пройдут десятки лет, и вновь прибывшим обязательно расскажут. За период работы Виталий у нас был повышен в должности. Со всей работой очень хорошо справлялся. Когда объявили о частичной мобилизации, Виталий вручили повестку, он с достоинством принял, сказал: я обязательно пойду. Принял очень достойно, как настоящий мужчина. Друзей храни, их одна смерть стоят.
Капли метронома отпечатывают время. Навсегда в памяти и сердцах. Помним. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Глава Якутии Асен Николаев наградил 100 бальников. В этом году высшие баллы по итогам единого государственного экзамена выпускники получили по русскому языку, литературе, химии, биологии и математике. При этом 3 школьника отметили сразу двойную победу, заработав по 100 баллов за 2 предмета. Как отметил глава республики, в этом году Якутия насчитала меньшее количество 100-бальников. И связано это прежде всего с заданиями экзамена, которые, по признанию экспертов, стали сложнее, чем в прошлые годы. Тем не менее, якутские школьники по-прежнему успешно сдают экзамены по математике, подчеркнул Николаев. Кроме того, был отмечен успех выпускников СУЗов республики. Здесь заработавших высший балл по демонстрационному экзамену также наградили премией главы региона. Глава республики тоже придерживается своего подхода, что мы на одной площадке чествуем и тех, кто закончил школу, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, и мы чествуем тех выпускников колледжей и техникумов, которые на 100 баллов сдали демонстрационный экзамен. На самом деле общее количество мы еще до конца не знаем. У нас есть один мальчик, выпускник этого года, который на 99 баллов сдал химию, но он пересдал ее. Он хочет получить 100 баллов, и таких ребят у нас 8. В воскресенье в России будет отмечаться День рыбака. Указом Президиума Верховного Совета СССР ежегодно с 1965 года во второе воскресенье июля отмечается праздник всех, кто связан с рыболовством. Накануне праздника Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства проводит круглый стол, посвященный актуальным вопросам рыболовства. В этом году главной темой мероприятия стала именно любительская рыбалка, так как в нашей республике очень много тех, кто в любое время года любит проводить время с удочкой на водоемах. Во-первых, будут обсуждаться вопросы, те, которые достаточно остро ставят население по любительской рыбалке. Относительно вопросов рыболовства где-то сетями, где-то непосредственно с условием учета интересов коренных малочисленных народов севера. То есть у любой рыбалки, даже простой любительской, казалось, как релакса, есть определенного рода свои особенности. И сегодня коллеги один раз в год собираются и это обсуждают. Сотня. Столько работников авиапредприятия нужно, чтобы отправить в отпуск сотню мирнинцев. И так с каждым воздушным судном. Математика простая, но труд работников аэропорта часто остается в тени большого самолета. Наши коллеги выяснили, как собрать самолет в полет. Эти заботливые руки ухаживают за территорией аэропорта последние 5 лет. Сотрудники Мирнинского авиапредприятия не нанимают подрядные силы, справляются своими. На территории Привокзальной площади Людмила Федотова и ее коллеги ухаживают за клумбами, шкурят и красят парковочные столбики. Работа не остается без внимания пассажиров. Иногда бывает, подходят, спрашивают, а почему вы это делаете? Ну, мы объясняем, что это наша инициатива, чтобы было все красиво. Эти сотрудники незаметно обустраивают комфорт пассажиров. Еще сложнее заметить тех, кто спрятан за большой тенью самолета на перроне. Пока пассажиры проходят паспортный контроль, их транспорт проходит контроль супервайзера, сотрудника, который координирует наземные службы. Этой работой занимается Игорь Жуков. Он увлекается авиацией с детства. Карьерный путь в авиапредприятии начал с должности диспетчера. Позднее перебрался на перрон, поближе к самолетам. Заправка воздушного судна, загрузка бортпитания, технический персонал у нас обслуживает воздушный суда. Я контролирую, проверяю это все. Здесь, возле взлетно-посадочной полосы, воздушное судно больше напоминает причал. За час до полета к нему швартуется техника разного калибра. Машина, которая подает питьевую воду на борт, аэродромный топливозаправщик, бортовое питание, трап, автобусы, багаж пассажиров и многие другие. Иркутск готов у нас. Отправляй пассажиров. Сейчас загрузимся, приедем. Багаж поехал в вашу сторону. Хорошо, встречаем.
К прибытию пассажиров самолет готов к полету. Наземные службы догружают последние сумки, а пассажиры занимают места. Как только гости Мирнинского аэропорта усядутся, пилоты заведут двигатели самолета. Им в этом с земли помогают инженеры. Смотрят запуск каждого двигателя и отчитываются в рацию пилотам. Этот Boeing 737 отправит мирнинцев в Иркутск. Там он сделает небольшую остановку, где его также подготовят и заправят, а на взлетно-посадочную полосу Мирного он вернется уже через 5 часов. Елизавета Седых, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». В Якутске состоялась презентация промышленной техники завода «Четра», предназначенной для работы в горнодобывающей и дорожно-строительной отраслей. Представители предприятия ознакомились с планами работы завода на якутском рынке и с линейкой спецтехники. В нее вошли бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики и иная техника. Отметим, что закупка представленной техники пройдет в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». 25 тысяч человек работает. Прежде всего ознакомим в серийном выпускаемом модельном ряде. Ну, конечно, затронем пару моментов, связанных с выводом на рынок новых машин. Это тяжелые машины класса Т-30, Т-45, которые именно как раз-таки в условиях северных широт, да, очень востребованы, с учетом специфики работы в Якутии прежде всего. Мы считаем, что это очень хороший потенциал для того, чтобы увеличить производительность и производственную мощность добычных предприятий региона. Студенты и преподаватели АГАТУ высадили 16 тысяч цветов на ключевых площадях столицы, включая сквер Солдат Туймады, площадь Победы, площадь Бекетова, территорию перед цирком и газон на площади Республики. Озеленение проводится в рамках муниципального контракта с администрациями Центрального и Губинского округов. Помимо посадки, студенты регулярно ухаживают за растениями, поливают, удаляют засохшие листья и обрабатывают от вредителей, получая ценный практический опыт и профессиональные навыки. Все работы выполнены с учетом ландшафтного дизайна и художественного оформления. Ну, один из больших объектов – это Солдат Туймады, где было высажено около 8 тысяч цветов, так, однолетних. И площадь Победы, где-то около 4 тысяч растений. И цирк – 2500. И площадь Бекетова. Ну, в этом году весьма своеобразные погодные условия были, да, вот, то есть в первой декаде июня у нас были заморозки, можно сказать, похолодание. Поэтому сейчас мы проводим подкормку, проводим прополку сорняков и ежедневный полив. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в эфире.